Жизнь девочки-подростка нелегка. Каждый прыщ становится катастрофой, а любое неосторожное слово может привести к комплексу на всю жизнь. А Селя? Видела, ты тоже записалась на конкурс красоты? А я, кстати, себе такое офигенное платье взяла от Киры Пластининой. Считай, что я уже вне конкуренции. Вообще-то, Айка, конкурсы красоты – это объективизация женщин. Это заставляет девушек соответствовать нереальным стандартам и соперничать друг с другом. Ты-то явно не собираешься соответствовать никаким стандартам. Кстати, это ты весь хлеб со столовой забрала, да? Алло! Не офигевай, стерва. А чё я, не права? Я сейчас. Айка, кстати, ты шпаклевку на своем лице растушевать не пробовала? Да идите вы нафиг. Давай, давай. Ой, да не обращай на нее внимания, тупая она. Да нет, все в порядке. Кому вообще нужны эти конкурсы красоты? А ты записывалась? Собиралась же вроде. Да Серику это не очень нравится. Да и зачем? Ты же сама сказала, что это Объективизация. Точно. Что бы это ни значило. Смотри. Я вчера на соревновании. Да, жизнь в 15 нелегка. Особенно, когда у тебя нет подруг. С самого детства нам твердят: будь красивой, ухоженной, идеальной, ты же девочка. С этого все и начинается. Бесконечная гонка за совершенством. Девушки взрослеют, и их загоны взрослеют вместе с ними. Нужно быть наготове. Вдруг именно сегодня встретишь любовь всей своей жизни. И не дай бог с грязной головой. Нужно надевать маску идеальности и уверенности, не позволяя себе расслабиться ни на минуту. Нужно быть идеальной домохозяйкой и все успевать. Может, поэтому Жанчик чувствовала вину за то, что впервые оставляет детей с няней. Тем временем девочки продолжали исполнять мои желания. И рядом друг с другом они просто могли быть собой. Офигеть! Сейчас делают ботокс на мочке ушей, прикиньте? Ну да, они что же морщинятся? В смысле, это получается еще и за ушами ухаживать надо, да? Будто нам проблем мало. Представьте, делаешь 150 процедур. На носогубку, на межбровку, на эти гусиные лапки. А в итоге тебя сдадут твои мочки ушей. Ой, девочки, не знаю. Я на себя в зеркало смотреть не могу. Там складки, тут растяжки какие-то. Не знаю. А мне мои руки не нравятся. Ты издеваешься, да? Нет. Так, девочки, успокойтесь. Вон, берите пример с мужиков. 1,5 метра ростом, волос нет,
живот пивной, а уверенный в себе пипец. Еще и модели выбирает. Вот у таких и надо учиться. Не ищем в себе недостатков. Не ищем в себе недостатков. Вот надо повторять как мантру, и все будет хорошо. Как не искать, а? Когда вместо тебя находят молодую, красивую. У вас с Эриком все хорошо? Ему там какая-то Тамили строчит. Сомневаюсь я, что это его Кент. Не знаю, девочки, мне кажется, он мне изменяет. Еще имя какое-то Тамили. Так, стоп. Ты чего так разогналась? Может быть, это просто коллега? Не додумывай. Ага, стопудово какая-нибудь инстаблогерша. А я вон что, домохозяйка обычная. Жанчик, ты чё? У тебя самая сложная работа в мире. Я вон даже за несчастным питоном не смогла присмотреть. Вот именно. Слушай, но Серик должен знать, что ему очень повезло с тобой. Да. Ты просто загналась в буту. Так, офигенный шопинг. Маникюр, педикюр, стрижка. Я знаю хорошего мастера, он из тебя сделает конфетку. Блин, у меня няня только на полдня. Бери на весь день. Жанчик, пора себе тоже подумать. И Серик твой будет у твоих ног. Я у твоих ног. Спасибо, не говори. Вот именно. Тише, тише, потом дети спят. Жанна, ты когда домой? Возвращайся поскорее. Я хочу ужин приготовить, и у меня есть хорошие новости. Мадина, қалайсың? Мына бәрі істеп тұр ғой. Неге басқа тұрып жатырсың сен? Ауыстыру керексің, мен істеп түк істеп тұрған жоқ. Мені қарашы, Мадина түк істеп тұрған жоқ. Ханым, шын айтам, бәрі істеп тұр мына жерде. Істеп тұрған жоқ, қайтадан жасау керек мынаның бәрін. Болт Бауэр, не задерживай человека, а? Мадина, сенде бәрі дұрыс па? Иә, дұрыс. Сен де бүгін кастинг болады деп едің ғой. Иә, болады. Жоқ, енді көріп тұрсың ғой, мына жақтан шыға алмай тұрмын ғой. Да там все нормально. Ты лучше иди на свой кастинг, арманыңды орындамайсың ба? Давай, порви там всех. М? Ладно, давай енді. Удачи. О, моя колечко. Опять опаздываешь? Ну, могу себе позволить. За мной сам Гендир ухаживает. Сулайма. Точно ухаживает или опять себе что-то навыдумывала? Точно ухаживает. Он всем своим видом дает понять, как я ему нравлюсь. Вот молодежь. Мы в наше время вначале дружили, узнавали друг друга. И лишь потом только влюблялись. Пап, ну это ваше время. Сейчас все по-другому. Кызым, мне надо с тобой поговорить. А вернее, кое-что обсудить. Обсудить что? Поиск квартиры? Пап, давай вечером. Я побежала. Я тебя люблю. Хорошего дня. Всех люблю. Ну, если честно, я давно в салоне не была. Очевидные вещи, милая, мне могла бы даже не говорить. Слышь, твои волосы уже кричат о службе спасения. Короче, дай мне 3 часа, и я с тебя сделаю конфетку. Сколько? Прикалываетесь? У меня нет столько времени, мне няню надо отпускать. Мне, конечно, Аселя говорила, что ты тяжелый случай, но... Ты вообще мужа порадовать хочешь?
Можешь не ставить ноги на стол? Василий, ты отвлекаешь. Вот люди работать пытаются. Марк, в жизни есть вещи поважнее работы. Это еще какие? Например, любовь. Вот ты вообще когда-нибудь влюблялся, а? Знаешь, так, чтобы замерло время, звучала красивая музыка, вы смотрите друг другу в глаза и такие... Знаешь, а мне очень понравилась твоя последняя презентация. Такие креативные идеи. Серьезно? Мгм. То есть, да, я знала, что тебе залетит. Сори, а какая именно идея? Ну, просто у меня был брейншторм, и я такая... В смысле? Ты же предложила сделать дегустацию всех наших вин, так еще и в прямом эфире. Да. Да. Я, конечно, не ожидал от тебя такой смелости, но сделать обзор всей нашей линейки, я думаю, мы поднимем так к себе продажи, а Оскар будет безумно счастлив. Да, стопудово. Ну, ты знаешь, я всегда мечтала стать настоящим сомелье. Отлично. Тогда через час мы выходим в прямой эфир. Ну и добро пожаловать в маркетинг. Ура! Кислое вино, красное. Оно, я думаю, подойдет больше для чего-нибудь мясного, рыбного. Еще раз отхлебну. Я бы посоветовала такое вино подарить кому-то из родственников, кого вы не очень сильно любите. А теперь у нас белое вино. Почему оно белое? Потому что оно, обратите внимание на цвет, не красное. Здесь было розовое, я его уже выпила. Пробуем. Немножко сушит, немножко вяжет, немножко такое резкое. У нас будет экспириенс. Вы тут работаете? Сейчас будут уроки парных танцев. Руку даме на талию. Дама уже вспотела. Мы говорим о вине. Говорите о вине. Говорим о Франции. Даму немножко шатает. Вот так делаете. Он влюблен, а вы уже... А вам уже не надо. Красоткой стану. Выкуси, Эмили. Алло, Жанна, ты где? Почему не отвечаешь? я по делам. Там Аделя упала. Извините, пожалуйста. Ты куда? Твои волосы. Соңғы рет етек кіріңіз қашан келді? Жеті апта. Соңғы кездер мен омырауым ауырып жүр. Тестте положительный көрсетіп тұр. Мадина, мен сізді ренжіткім келмейді. Бірақ мұны айтуым керек. Сіздің аяғыңыз ауыр емес. Сіз қателесіп тұрған шығарсыз. Менде жүктіліктің барлық белгісі бар ғой. Иә, түсінемін. Мұндай жағдайлар болып тұрады. Сіз қабылдаған дәрілердің нәтижесінде гормондық өзгеріс болады. Сол себепті тестілер дұрыс нәтиже көрсетпейді. Сіз екінші рет тестпен тексеріп көрдіңіз бе? Түсінемін, сізге оңай емес. Сізде бала көтеру мүмкіндігі аз болса да әлі ықпалалы болып кетесіздер, уайымдамаңыз. Осы жағдайда партнеріңіздің қолдауы өте маңызды. Үмітіңізді үзбеңіз, жарай ма? Бәрі жақсы болады. Рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыз. Что случилось? Она в порядке. Сказали, все хорошо. Жанна, Послушай,
Простите, пожалуйста, мне так жаль, что так вышло. Сказали, ничего страшного, на самом деле это просто легкий такой ушиб получился. Она руку ушибла. Ага, я понял. Что произошло? Она на качелях качалась, а я отвлеклась парню ответить. Простите, пожалуйста, я на самом деле не специально. Мне очень жаль, что так вышло. Идите домой. Иди ко мне. Простите, пожалуйста. До свидания. Жанна, вот поэтому я не доверяю наших детей кому попало. А с тобой что? Это Аселя, она меня в салон записала. Опять эти твои подруги, да? Как только начала с ними снова общаться, как будто тебе крышу снесло. Я с ними, потому что тебя никогда рядом нет. Ты вечно на своей работе. Чего? Что ты несешь, Жанна? А? Схема очень проста. Я пашу как лошадь, чтобы у вас с детьми дома было все хорошо. И все было нормально, пока не появились твои подруги. Да если бы не девочки, я бы уже давно с ума сошла. Даже когда ты дома, тебя рядом с нами нет. Мы говорим о вине. Говорите о вине. Асель. Да. Объясните мне, что это такое? Это я рекламирую ваши вина. Классно получилось, да? Классно? Вот это вот вы считаете, что это классно? Вы же опозорили всю нашу компанию. Вообще-то я единственная, кто пытается здесь раскрутить ваш аккаунт. Вот теперь я понимаю, почему вас отовсюду увольняют. Да и кстати, объясните мне, пожалуйста, что за странное сообщение утром вы написали мне? Ну, вы назвали меня очень ценным сотрудником. Так. Я решила, что это что-то значит. Вы о чем? В смысле? Просто так очень ценными сотрудниками никого не называют, а вы назвали. То есть вы подумали, что между нами что-то есть? Только потому, что вы погадали мне на картах? В смысле нет? Да перестаньте, я же вижу, как вы на меня смотрите. Асель, не выдумывайте себе ничего лишнего. Соберитесь и начните работать как ценный сотрудник. Или... Не утруждайтесь. Ты беременна. Подумаешь, врачи ведь тоже ошибаются. Серьезно, блин? Марк, в моей презе никогда не было этой идеи. Тебе зелень, да, сказала? Да! Ты что, угораешь? Из-за твоего тупого пранка я теперь стану мемом. Аселя, на работе надо работать, а не скидывать свои задачи на других, знаешь? Йо, Аселька, да ты звезда? Круто Марк тебя развел. Ну все, тихо, тихо. Посмеялись и хватит. Ты мне мешаешь. Да пошел ты! Маған сіздің ойыңыз қатты ұнады. Сізді осы рөлге бекіттім. Алдағы жұмысымыз жемісті болатынына сенімдімін. Ал енді дайындықта кездескенше. Ё-моё. Ладно, я не буду говорить, что я предупреждал. Ты знаешь, я думала, что я наконец получу все. Ну ты чё, Марина, это же просто раковина. Ты чё так сидишь?
Мадина, дұрыс емес бірдеңе айтып қойдым ба, кешір. Есть кое-что, о чем я никому не говорила. Ни Жасу, ни родным. Доктор говорит, что у меня есть шансы, но я-то знаю, что это не так. Я не могу иметь детей. Представляешь, я бракованный товар. Мадина, есің дұрыс па, не говори так про себя? Жас меня просит. Не сенімен сонда бала шыңына кездесіп жүр ма? Кімге керек мне? А? Кому я такая нужна? Мадина, послушай меня. Сен сонда өмірді біреуге бала туып беру үшін сүріп жүрсің ба? Понимаешь? Ты это ты. Твой ум. Твоя доброта. Даже твое занудство. А если прям балалы болғың келсе, қазір заман дамыған ғой, на дворе 21 век. Но если он тебя бросит только из-за этого, то пошел он нахер. Должен мне Брэд Питт китайский. Артық кетіп қалған жасым. Сол керек оған. Рахмет, пап. Ты только никому не говори, хорошо? Айтпаймын ше. Только Қайрат ағаға айтуым мүмкін бол. Кет. Я дома. Пап, ты представляешь, что сегодня эти сволочи... Здравствуйте. Салем, доча. Познакомься. Это Шынар. Здравствуй, Аселя. Здравствуйте. Это твоя коллега? Нет, Шынар не коллега. Мы с ней встречаемся. Давно? 2 года. Получается, ты меня целых 2 года обманывал? Қызым, Подожди. А я знаю, зачем ты меня заставлял найти квартиру. Чтобы вот с женщиной жить, да? Адир, я, наверное, пойду. подожди, Шынар. Қызым, успокойся, пожалуйста, давай присядем, поговорим. Уберите руку с кружки. Быть современной женщиной непросто. Когда ты мама, ты обязана жить ради семьи и заботиться обо всех. Но если вдруг нашла минуту для себя, значит, что-то ты делаешь не так. Ты должна успеть выйти замуж. Иначе тебя назовут старой девой. Родить много детей. А если не можешь, никому ты не нужна. И неважно, каких высот ты добилась в карьере. Мадик, будь моей женой. Если ты взрослая, перестань делать глупости и трезво смотри на жизнь. Чудес не бывает. Аселя держала в руках свой свиток, который она положила в капсулу желаний. И сейчас она понимала, что в тот момент пожелала бы только одного. Чтобы мама всегда была рядом и любила ее такой, какая она есть.
Әйгерім, егер сіз бір күнге президент болсаңыз, не істер едіңіз? Президент болсам, мен запретила бы носить желтый цвет, потому что это отвратительный цвет. А еще я бы накормила всех голодных. Рахмет, Әйгерім, өз орныңызға жайғасаңыз болады. А теперь вопрос нашей следующей участницы Асель. Аселя, говорят, что красота спасет мир. Вы согласны с этим высказыванием? Да. Я согласна. Но только красота души спасет мир, а не внешности. Настоящая красота — это же не то, как мы выглядим, а то, как мы себя чувствуем, и то, что хорошее мы делаем для окружающего мира или друг для друга. И какая нафиг разница, если платье не самое модное, или макияж не самый идеальный, или прическа дурацкая, ну или вон зубы кривые. Я имею в виду, что каждая из нас неповторима и красива по-своему. А вы оцениваете нас как товар какой-то. Знаете, один самый умный и самый добрый человек, которого я знаю, сказала, что конкурс красоты – это объективизация женщин. Я с ней полностью согласна. Кешірші мен, қызым. Я не хотел расстраивать тебя. Я долго не мог забыть маму. Ни на кого не смотрел. Но потом встретил Шинар. Қызым, жаным, я всегда буду рядом. Всю жизнь тебя оберегал. Пусть не всегда это хорошо получалось. Джерри. Не хочешь говорить со мной? Поговори хотя бы с подругами. Они к тебе пришли. Это что такое? Сюрприз! Девочки, вы что, с ума сошли, что ли? Ну, ты не брала трубку, и мы решили, что нужно исполнить желание из твоего списка. Да, и мы думаем, что Кам будет не против. Ну, если честно, в моем... Давай. Пожалуйста, Серик на 2 часа с детьми всего лишь. Да, поехали, Асель. И не говори, что ты не хочешь сесть в такую карету. Шикарная, правда? Ну ладно, я сейчас быстро соберусь и обратно к вам. Все, только быстрее. Спасибо! Это отвал башки какой-то. Давай уж переодевайся.
Быть женщиной сложно и в 15, и в 30. Но если каждый из нас перестанет слушать назойливые, критикующие голоса, то сможет ощутить, как же классно быть женщиной. Особенно, когда у тебя есть подруги. Сала берме көзіңді